Здравствуйте, меня зовут Александр Кузнецов. На телевизионном канале «Юрган» время итогов. В начале коротко о главных темах. Без намека на интервенцию, что ищут у нас иностранцы. И еще скрипит потертое седло. Один день из жизни коми-байкеров. И когда Усть-Сысольск стал городом, установят в Сыктывкаре памятник императрице. События дня. Сообщение о нем пришло из Усть-Куломского района. Там полностью прекратилось движение автотранспорта по мосту через реку Прупт на автомобильной дороге Кирчоме-Дёль. Как пояснили нам в дорожном агентстве, деформировались опоры и пролетное строение моста. Сейчас дорожники попробуют наладить движение в объезд аварийной переправы по наплавному мосту. По прогнозам, на это уйдет около месяца. Говорят, еще 2 года тому назад были введены ограничения для большегрузного транспорта по этому мосту. Но, как оказалось, тягачи игнорировали установленные запрещающие дорожные знаки, что и привело к таким печальным последствиям. И вот еще на дорожную тему. На неделе впервые за последние 40 лет, так утверждают историки, для проезда автотранспорта открыли главную площадь Коми-края, Стефановскую. Говорят, в 1972-м около памятника Ленину на площади еще была автобусная остановка. Но в нашем распоряжении оказались кадры 1963 года, где юбилейная площадь напрочь лишена автомобилей. Словно сказочный богатырь растет Сыктывкар, одевается в зелень парков и скверов. Конечно, можно предположить, что в те годы и транспорта на улицах Сыктывкара было в разы меньше, поэтому и в кадр он не попал. Сейчас иное время, без этой вынужденной меры городской управе не справится. Сыктывкар застрянет в пробках. Именно поэтому часть автомобильного потока пришлось направить по площади, позволив отремонтировать соседние улицы. И вот еще одна любопытная столичная деталь. На этой неделе в Сыктывкаре вновь заговорили о том, что хорошо бы восстановить историческую справедливость и установить в столице Коми памятник Екатерине II. Та, если помните, присвоила Усть-Сысольску в 1780-м городской статус. Идею установки памятника императрице уже 2-й год вынашивает бывший депутат Совета Сыктывкара Николай Аникин. Он даже свою квартиру хотел продать, чтобы на памятник потратиться. Но если прежде его идею в городской управе, мягко говоря, не поддерживали, то сейчас у него появились единомышленники. Константин Куратов среди таковых. Вот эти фотографии Николай Аникин увидел 2 года назад. Покоя они не дают ему до сих пор. Памятник изображает Екатерину Великую при подписании указа о создании вместо поселения Подол уездного города, который сегодня называется Подольском. Благодарные горожане в 2008-м отлили императрице памятник из бронзы. Если бы не Екатерина II, сегодня погост Усть-Сысола мог так и остаться погостом, а городом могло бы стать любое другое село. Сыктывкар, и Сыктывкара бы не было. Вот на этом месте, где мы сейчас проживаем, не было бы Сыктывкара, было бы Усть-Сысола село. Таких сел в республике много, и мы знаем, как они сегодня выглядят. Если сравнить сегодняшний Сыктывкар с каким-то селом в республике, разница, да? Сейчас Николай Аникин собирает подписи знаменитых людей города, чтобы заручиться их поддержкой. Уже есть идеи, куда поставить памятник Екатерине Великой. А сейчас своими мыслями с нами поделится член Союза художников России Герман Танков. Герман Сергеевич, вот ваше предположение, куда бы стоило поставить памятник? Но тут все зависело от того человека, кто эту идею принес. От Аникина Николая Дмитриевича, потому что таких людей мало, так заразительно озвучивающих эту идею. И поэтому я думаю, что идея поставить это уже здесь, как бы уже живой герб есть. Малая вода – это администрация. Да, малая вода – это Сысола. Большая вода, ванна в этом, это Вычегда. А над ними стоит медведь. А памятник, конечно, надо ставить вот тут.
чтобы Вот тут прямо на лестнице. прямо на лестнице, не вот здесь, а на лестнице. Она как будто спускается к медведю. В первых замыслах Германа Танкова медведь лежит на краю, а императрица посередине ансамбля фонтанов. Причем памятник в виде бюста. Сейчас художник уверен, нужен памятник в полный рост, причем близко к реальному росту, который был у Екатерины, чтобы каждый чиновник мэрии ощущал некую ответственность за город. Идея понравилась и историку Михаилу Рогачеву. Он одним из первых своей подписью поддержал обращение к депутатам. Образование города связано именно с Екатериной II. Вряд ли, конечно, матушка Екатерина знала, где находится Усть-Сысольск, но указ об административной реформе, кстати, который образовался Усть-Сысольский уезд, и погост Усть-Сысольск преобразовался в город, было дано ею. Инициатива была ее. И указ именной подписала именно она. Так что можно сказать, что она, в общем-то, если не основательница, то, скажем так, инициатор того, что погост Усть-Сысольск крупное, не рядовое, но сельское поселение стало городом. Единственным городом в Коми крае. То есть можно предположить, что если бы этого указа-то не было, то и судьба сегодняшнего Сыктывкара была бы совершенно иная, наверное. Так что предполагать, это точно было бы иная. Возможно, он потом бы стал городом позже. Возможно, никогда бы не стал городом и остался бы сельским поселением, имел бы совсем другую структуру, другую историю. Но это факт. А вот архитектор Альберт Ракин считает, что только у Усть-Сысолы на тот момент были все предпосылки, чтобы стать городом. Основным фактором для градостроителей императрицы служило удобное расположение на устье двух крупных рек. Во-первых, здесь проходило много торговых путей и даже была своя таможня. Во-вторых, была и до сих пор существует возможность расширения. Схему генплана составлял архитектор Бецкий, такой был, может быть, при императорском дворце, что ли. И по всей вероятности он тоже участвовал при подписании генплана нашего города. И архитектор, видимо, тоже в какой-то степени предвидел. И чтобы нам строить будущую столицу, создал такую планировку города, чтобы этот город имел какое-то развитие в будущем. Именно похоже на петербургский генплан, то есть трехлучевая. В Национальном музее Коми есть копия первого генплана Усть-Сысольска. Его утвердила Екатерина Великая через 3 года после создания города. А вот копия первоисточника – императорский указ о создании Вологодской губернии, в составе которой единовременно создавались 19 уездов с центрами в городах. Город наш был совсем небольшой. Было запланировано 12 улиц. 7 из них веером расходились от реки Сысолы вверх, а 5 из них параллельно реке Сысоле пересекали эти 7 улиц. Но нужно сказать, что в то время наш город, в общем-то, был застроен совсем немного. И даже согласно этого первого плана, плотно застроены были только 2 улицы. Это нынешняя Кирова, бывшая набережная, и улица Советская, ныне Советская, бывшая Спасская. Более верхние районы, они застраивались уже позже. Конечно, до сегодняшнего дня Сыктывкар изменился до неузнаваемости. Но начало его было в решении Екатерины Великой, считают историки. На сегодня в обращении Николая Никина к депутатам города подписались только 3 известных сыктывкарца. Но к осени их будет гораздо больше, уверен экс-депутат. Тогда он и отправится к своим бывшим соратникам на сессию. Впрочем, требования активиста не самые жесткие. Поставить памятник хотя бы к 2030 году, когда Сыктывкар отметит свое 250-летие. Константин Куратов, Алексей Паршуков. О значении справедливости в историческом вопросе. А на неделе в Карткеросе побывала иностранная делегация представителей Университета Арктики из Норвегии. Они намерены обучить наших местных жителей развивать собственное дело, в том числе этнический туризм. Говорят, в районе уже разработаны туристические маршруты. Дело за малым – создать сервис на уровне. Тогда от тех же иностранцев отбоя не будет. Максим Катаев о том, кто к нам едет и зачем. В
Коми немало достопримечательностей. На первом месте среди туристов столбы выветривания на плато Мань-Пупунер. После победы в конкурсе «7 чудес России» они стали визитной карточкой республики. Интас с недавних пор заманивает визитеров кварцевыми и хрустальными штольнями, Усть-Сыльма – старообрядческой горкой, Усть-Вымский район – древними церквями и монастырями. За пределами республики известны и одни из самых печальных страниц истории края. Это Воркутинский ГУЛАГ, где собираются реконструировать некогда разрушенный лагерь. Но это экстремальный туризм, более любимый иностранцами. Россияне предпочитают теплые страны и спокойный отдых. Умению самостоятельно развивать этнотуризм жителей Коми собираются научить иностранцы. На Западе отдыхающие готовы платить деньги даже за то, чтобы поработать на ферме и убрать коровник. А у нас попробуй заставь. В 2011-м в Выжемском районе высадились представители Норвегии, которые организовали бизнес-школу для начинающих предпринимателей. Поскольку опыт оказался удачным, Баренцевый секретариат решил продлить проект. И в этом году скандинавы работали уже в Усть-Вымском и Карткировском районах. Я ожидаю, что летнюю бизнес-школу посетит много молодых людей. Нам представили 18 проектов, 13 из которых предложены молодыми людьми. Думаю, что к августу список проектов увеличится, и мы получим около 50 предложений по развитию нового дела. Идея пригласить в Карткирос представителей Норвегии принадлежит туристическому центру «Шуда Олам», что в переводе с коми означает «счастливая жизнь». Сотрудники центра собрали информацию по возможным маршрутам, местам размещения гостей и уже получили заявки на путевки из Удмуртии и Пермского края. Люди, в принципе, интересуются, им интересно приехать. Главное сейчас красиво создать продукт и показать. В планах все-таки создание такой базы, да, которая нам необходима, туристическая база, которая будет располагаться в Карткиросе, как такой центральный центр, да, то есть будет, чтобы туринфоцентр, он был все-таки центром, да, у нас туризма по району. Достопримечательности республики заинтересовали и гостей из дальнего зарубежья. На днях в Коми побывала делегация чешских туроператоров. Им представили плато Мань-Пупунер, финно-угорский этнопарк в селе Иб и предложили совершить путешествие до Воркуты на экскурсионном поезде «Сияние Севера». У вас вот здесь хорошая природа, зеленый город, да. Очень много интересных вещей в природе посмотреть. И у вас очень большое историческое богатство. Это я тоже очень люблю. Сейчас в Коми действует долгосрочная программа развития внутреннего туризма. Один из наиболее значимых проектов – финно-угорский этнопарк. Первых гостей комплекс принял в день 90-летия республики, когда здесь прошел мультифестиваль «Ибица». Уже на новогодних каникулах здесь прошла зимняя «Ибица», а уже на следующих выходных этнопарк станет ареной очередного фестиваля. Гостей ждут выступления финно-угорских фолк-команд, питерской группы «Атава-Йо», спортивные состязания, посещение средневековой деревни. По данным одного из республиканских турагентств, в этом году официально Коми посетили всего 20 туристов извне. Так что экономический эффект от всех этих маршрутов в ближайшем будущем ожидать не приходится. Пока все только в стадии разработки. Коми может похвастаться достопримечательностями, чего нельзя сказать об инфраструктуре. Максим Катаев об итогах первых попыток разнообразить экономику республики новой отраслью. Реклама пройдет за пару минут, и вот что вы увидите во второй части нашей программы. Предсказание северного вещуна. Футбольные фанаты могут спать спокойно. Еще скрипит потертое седло. Один день из жизни коми-байкеров. И спасая человеческие жизни, о чем обычно молчат доктора. Автокредит хороший в салоне. Надо брать машину. А первый взнос? А первый взнос в Пробизнесбанке возьмем. Кредиты на доверии, без справок и поручителей. Пробизнесбанк. 28 41 51. Автоцентр «Союз» предлагает широкий ассортимент автомобилей по дилерским ценам. Телефон в Ухте 76 66 66. Мордовия, Удмуртия, Венгрия, Финляндия, Эстония, Мариэл, Пермский край, Екатеринбург, Карелия, Санкт-Петербург. Мультифестиваль «Ибица». 2 дня живой музыки. Финно-Угорский парк 23 и 24 июня. Событие, которое нельзя пропустить.
Сегодня в Сыктывкаре в региональном парламенте обсуждали инициативы, с которыми в Государственную Думу вышел наш сенатор Евгений Самойлов. Речь идет о законе о федеральной контрактной системе. О нем мы подробно рассказывали вам в нашей прошлой программе. А сегодня в студии «Времени итогов» депутат Государственной Думы Тамара Кузьминых, которая поведает о своем списке инноваций в российское законодательство. Тамара Гавриловна, добрый вечер. Добрый вечер. Прежде того, как мы поговорим о ваших законодательных инициативах, хотелось бы узнать, как вы обустроились в Государственной Думе и как вам работается в составе фракции? Ну, что я вам честно скажу, что многое в Думе мне было в диковинку. Я никогда не работала в таких вот масштабах. Потом принятие законопроекта очень сложный процесс. Вообще работа такого органа, как Государственная Дума, это же высший законодательный орган, очень сложная. Сразу вот так вот вписаться и прям пойти, и законопроекты писать, это и не надо, и не к чему-то спешить. Большинство сейчас вновь избранных депутатов присматривается, учатся. Ну, что касается, значит, работы во фракции. Я не являюсь членом партии и шла на выборы как объединенный представитель Народного фронта. И сейчас представители Народного фронта, некоторые уже и вошли в состав, стали членами «Единой России». Я этого не сделала по своим политическим убеждениям. Я 30 лет была в коммунистической партии, ее ликвидировали. Я потом создала здесь региональное отделение пенсионеров, его ликвидировали. И теперь я сказала, больше ни в какую партию не пойду. Вот такой вопрос. Большой и значимый закон «Дети войны», который вы инициировали. В двух словах расскажите о его сути. Это как раз о тех, кто во время войны, на момент окончания войны, им не было 18 лет. Сейчас им уже 70 и за 70. Это люди, целое поколение. У нас 66 тысяч сейчас таких людей. Очень сложное время детства. Сейчас они все практически больные. Там здоровых людей нет. Мизерные пенсии, потому что в те времена были копеечные зарплаты. Нет здоровья, и очень многие нищенствуют. А если по инвалидности получают пенсию, то вообще 4 700, 2 500. Мы вот делали социологическое обследование. Ну, положение этого поколения ужасное. И вы предлагаете им помогать? Это поколение нуждается в помощи государства. По моему законопроекту нужно 60 миллиардов рублей. В стране была война. Часть оккупирована была территория. Те, кто воевал старше 18 лет, их лечили, кормили, одевали. А эти дети вообще были не застрахованы ничем. А на оккупированной территории над ними же издевались еще. Вы уточните, 60 миллиардов рублей. Да. На что они пойдут? Вот они пойдут на то, только чтобы оказать чисто материальную поддержку по 500 рублей в месяц каждому. Это вот мой законопроект. Но в любом случае мы добиваемся, чтобы людям сказали, да или нет, будет эта поддержка людям или нет. Я думаю, что в какой-то мере она все равно будет. Но, может быть, не так, как мы рассчитываем. Это вот поэтому. Следующее. Вы инициировали закон о возврате родственникам военнослужащих, которые получали некие выплаты в годы Великой Отечественной войны, возврате этих средств. Даже задавали вопрос председателю Центробанка Игнатьеву. Каков был его ответ? Так, пока что мы до инициативы дела не дошло. Просто такая информация появилась в интернете. Ее у нас в республике озвучила Секретарева Светлана. Это журналист Троицко-Печорска. Совершенно, это вот как разорвавшаяся бомба. Никто не знал этого, и вдруг такая появляется информация, что в период Отечественной войны все солдаты и офицеры, солдаты получали по 10 рублей зарплаты, офицеры по 200 рублей. Дальше, после окончания войны, да, заводили сберегательные книжки. Они хранились и сейчас хранятся в нашем Центробанке. Там в этой книжке есть, значит, образец в интернете. Одна страничка посвящена наследникам. То есть, кого этот боец считал наследником. Фамилия, имя, отчество там и родственные связи. Сейчас эти все книжки преспокойно хранятся в банке. Люди о них не знают. Когда у нас отчитывался председатель Центробанка на правительственном часе в Думе, я задала ему вопрос, сколько таких книжек и на какую сумму, потому что ведь еще и индексировались, там уже миллиарды наверняка лежат.
Из тех-то лет. Да, и есть уже даже случаи, когда прецедент созданный, уже деньги получили. Одна семья получила где-то около 3 миллионов, уже квартиру могли себе купить. И вообще, говорят, 900 семей уже получили такие. Но председатель Центробанка сказал, что он ничего об этом не знает, не слышал. А если у меня есть какой-то материал, чтобы я ему прислала? Вот я ему послала официальный депутатский запрос, чтобы сообщили депутатам, сколько таких книжек и на какую сумму лежат. Тогда вот, когда мы будем знать, но сейчас подняли мы, оказывается, напрасно так председатель Центробанка хотел отделаться. И у нас есть сейчас телеграмма, и есть разъяснительное письмо, подписанное его заместителем, где они все описывают, как получить эти деньги, где они хранятся. Они хранятся в Московском банке. Какие нужны документы для этого? Надо обязательно документы, которые подтверждали бы, что вы наследник. И я думаю, что вот сейчас ответ дождемся и будем поднимать дальше вопрос. Но на сегодня так обстоят дела. Нужно создавать прецедент в нашей республике. Вот Секретарева Светлана идет на такое создание такого прецедента. У нее отец, вернее, дедушка погиб, и у него заслуги были. И вот она сейчас, у нее все готово, остается иск в суд, потому что все эти дела нужно делать только через суд. Это касается только погибших или без вести пропавших в том числе? Пока что это касается только погибших, но люди вот в Архангельске занимаются этими. Писали письмо Медведеву и написали, что просим, значит, считать и без вести погибших, у которых есть книжки, тоже выдавать вот эти вклады наследникам. Но, значит, Медведев ответил так, что он не имеет права такого юридического, но это все надо решать через суд и прокуратуру. Если у служивших тогда бойцов не было компромата со стороны особого отдела, там были такие, то через суд надо признавать это и получать это наследство. Тут надо решаться, идти в суд, оформлять и смело, потому что деньги положены и они обязаны быть выплачены. Тамара Григорьевна, я очень надеюсь тоже, что ваши все инициативы будут реализованы. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Эта неделя изобиловала очередными сообщениями о дорожных происшествиях с участием мотоциклистов. Не прошло и месяца, как они открыли свой байкерский сезон, но что ни день, то ЧП. По сводкам ГИБДД, только за один день, 3 июня, в республике случились 3 аварии по вине мотоциклистов. Впрочем, здесь есть одна любопытная деталь. Разбиваются в основном владельцы мопедов. Те, что гоняют без мотошлемов. И сельчане, любители выпить за рулем. Настоящих байкеров в том списке, как правило, не бывает. О них, тех, кто не представляет своей жизни без мотоцикла, Евгений Ракин. Байкерское движение впервые зародилось в 50-х годах прошлого века в Соединенных Штатах Америки. Изначально понятие «байкер» распространялось исключительно на владельцев чопперов и непременно ассоциировалось с вынесенным далеко вперед передним колесом, обилием хрома, кожи, длинными волосами и бородой мотоциклиста. Однако с конца 90-х годов на дорогах все чаще стали появляться мотоциклы с высокооборотистыми двигателями и улучшенной пластиковыми обтекателями аэродинамикой, так называемые спортбайки. А какие байкеры сегодня и какова их философия? Советские граждане познакомились с байкерами в 80-х, хотя слово это еще долго не знали в стране Советов. Их попросту называли рокерами или металлистами. В те далекие времена отечественные мотолюбители рассекали широкие улицы на мотоциклах советского производства. А с начала 90-х к нам стали проникать и западные модели мотоциклов. В это же время появляются и первые российские мотоклубы. В Коми байкеров не так много, как в других российских регионах. Впрочем, в последние годы именно жители столицы стали чаще замечать на дорогах любителей мототранспорта. Отношение к ним неоднозначное. У нас нету таких лихачей, по-моему. Я не замечал, не знаю. Я видел, что проезжали, но чтобы лихачили, по-моему, нету. А что плохого в них? Такие же люди, как и мы. Они вам не мешают на дороге, не подрезают? В общем, нет. Нормальные байкеры нет, а вот это шелупони, которые пацаны, да, это же не байкеры. По Октябрьскому впереди едет этот вот мужчина молодой и 2 девушки. Шлемофоны вот здесь, вот так вот едут по всей дороге. Вот мне обогнать их страшно, сюда вот они сюда уедут. Вот как могу к ним еще относиться?
А вот задену нечаянно, и что потом? Я виноват останусь. Сами байкеры к другим участникам дорожного движения относятся лояльно. Мол, некоторые автовладельцы просто не понимают, каково это – укрощать скорость на двухколесном железном коне. Впрочем, лихачи в черте города не ставятся в пример и в мотосообществах. Такие товарищи из года в год появляются, но они долго не держатся в группе этих мотолюбителей, потому что либо с ними происходят несчастные случаи, либо это в принципе случайные люди в этой среде. Для настоящих байкеров, оказывается, важна даже не скорость. Их главная кредо – свобода. Многие мотоциклисты с наступлением сезона отрешаются от привычной оседлой жизни и пускаются в путешествие. Саша Фанкар, например, этим летом собирается в Европу. Мотоцикл как средство для путешествия – самая лучшая вещь. Ну, есть еще велосипед, конечно, но это совсем для людей отчаянных, у которых времени много. Едешь на мотоцикле, чувствуешь изменения природы, погоды, времени суток, целиком, полностью на тебе все это отражается. Совсем не то, что в автомобиле, когда у тебя работает кондиционер, и ты смотришь все это как в телевизор и ничего не ощущаешь. Мотоциклы для байкеров не просто средство передвижения. Это нечто среднее, как они сами говорят, между идолом, ребенком и частью тела. Многие гонщики суеверные. К примеру, садиться предпочтительней только слева. А если байк опрокинулся, нужно перекрестить его или постучать 3 раза каской по дороге. Взаимоотношения между техникой и ее владельцем, оно носит достаточно такой душевный характер, и многие мотоциклисты, они вечером прощаются с мотоциклом, спокойной ночи уже благодарят его за то, что он так про себя это проводит. Утром здороваются с ним или когда приходят, то есть погладят его. То есть есть определенные такие духовная близость. Конечно, чем круче байк, тем круче считается и его владелец. И зачастую тюнинг мотоцикла обходится дороже, чем его покупка. Впрочем, для сыктывкарских мотолюбителей количество кубиков в движке все же не столь важно. Смотря что ты хочешь от мотоцикла. Если ты хочешь пафоса и показывать всем какой-то крутой, да, это дорогое. Мотоциклы от 1 000 000 рублей, Москва, к примеру, это нормальное явление. В нашем регионе это не особо дорогое. В пределах «Жигулей». У каждого байкера свой кодекс чести, не приемлющий пустословия. Все потому, что дорога – главный учитель. Это же постоянный риск. Кодекс запрещает садиться пьяным за руль и призывает отвечать за попутчика больше, чем за самого себя. Нельзя обижать и начинающих, и по возможности всегда стараться помогать в дороге нуждающимся в помощи. Человека, если видишь на мотоцикле, что это твой товарищ, которому ты можешь быть спокоен, что тебе окажет помощь, ты ему, он может быть спокоен, и ты внутреннее такое уважение, что ли, к нему. Неотъемлемая часть жизни байкеров – это, конечно, тусовки и мотослеты. Кстати, ближайший пройдет уже в конце июня в местечке Алешино. А с 13 по 15 июля грандиозный праздник ожидается и в Воркуте. Здешним полярным волкам исполняется 10 лет. К юбилею местный клуб намерен провести байкфест по уровню не ниже российских. Конкурсы, мотокросс, игры на свежем воздухе, концерт с участием известных российских рок-групп «Коррозия металла», «Алексин», «Мистер Твистер». Тут только участников заявилось не менее 100. К нам действительно много едет гостей. И рыцари для рыцарского турнира, Йошкар-Олы, Сухты. То есть едут кроссовики. То есть у нас давно не было соревнований по кроссу. Они будут теперь республиканский статус у них будет, потому что Лабытнанги, Салихард еще тоже приезжают. Поэтому мотоциклов будет много и гостей других субкультур. Свое участие уже подтвердили байкеры из клубов «Ночные волки» и «Черные медведи». Ждут гостей и из Хорватии, которые уже добирались до Заполярья. У воркутинского слета есть все шансы получить статус международного. Получается, байкерское движение в Коми на подъеме. Евгений Ракин об итогах философии жизни, в которой свобода духа важнее всяких амбиций. Сегодня мы начинаем серию интервью, которые подготовили совместно с информационным агентством «Бизнес-новости Коми». Первый материал, который вы увидите прямо сейчас, посвящен Ухте. Это своеобразное блиц-интервью с главой города Олегом Казарцевым. Подробную стенограмму этого разговора вы сможете прочитать на ленте «Бизнес-новостей».
Олег Владимирович, один из первых вопросов, опубликованных на сайте БНК. Автолюбитель спрашивает, когда будет отремонтирован позор Ухты жуткий путепровод. С него начинается лицо города, которое сейчас больше похоже на что-то другое. Это действительно больная точка. На сегодняшний момент мы размещаем конкурс, который будет связан с одной из сторон путепровода. Это левая его часть. В этом году она будет отремонтирована. Ну, почему только левая, могу сказать. Тут даже вопрос не столько финансовых средствах, да, то есть сколько в том объеме работ, которые нужно произвести. Там же есть еще и швы герметичные и так далее и тому подобное. Мы просто не успеем по времени отремонтировать обе ее части. Поэтому вот одна часть путепровода будет отремонтирована в этом году, другая будет отремонтирована в следующем. Вопросы от бывшего жителя Яриги, где трещат по швам дома. Например, строители 3, кирпичная трехэтажка была расселена из-за трещин в стенах. Теперь здесь притон для всякого сброда, пишет блогер. Когда снесут дом? Мое мнение о том, что поселок Ярига все-таки нужно расселять, что это промышленная зона. Я думаю, что рано или поздно мы найдем какое-то взаимоприемлемое решение вместе с компанией «Лукойл». И это решение будет связано именно с расселением поселка. Ну, еще один вопрос. Проспект Алексеева. Уложили новый асфальт. На этом дело остановилось. Почему там не построить сразу и детские площадки, спрашивает Игорь Дмитриевич. Это 6-й микрорайон нашего города, и он запланирован под комплексную жилищную застройку. На сегодняшний момент все подготовительные работы закончены. Да? То есть на сегодняшний момент по социальной ипотеке, о которой говорил глава республики Вячеслав Гайзер, скоро буквально уже в июне месяце начнется строительство 2 жилых домов. Кроме того, где-то, я думаю, что может быть конец июня, начало июля начнется строительство 2 муниципальных жилых домов для очередников, да, то есть работников муниципалитета. Кроме того, есть уже проект детского сада, который на сегодняшний момент проходит экспертизу. Тоже можно будет начинать строительство. То есть этот микрорайон буквально в ближайшее время будет очень серьезно и мощно застраиваться. Марк поднимает тему уличных пивных ларьков в Сыктывкаре. Их начали убирать. Не пора ли в Ухте? Вывезено уже 5 ларьков, 4 находятся на очереди. Это работа, которую мы будем планомерно продолжать. Известный сыктывкарский блогер Владимир просит пояснить, с какой целью администрация Ухты закупила за счет городского бюджета 4-комнатную квартиру стоимостью 7 миллионов 600 тысяч рублей у компании «Лукойл» «Северо-западный нефтепродукт». Владимир ошибся. Никаких переговоров, да, то есть с этой компанией, и никакой квартиры мы у них покупать не хотели. В Ухте сейчас реализуется проект строительства спортивных площадок с подземными гаражами. Почему администрация настаивает на их строительстве, в то время как горожане многие против? Я не вижу в этом ничего плохого. Потом, все обоснования, которые я слышал от тех людей, которых не устраивает, что из-за строительных работ вот у нас поплывет куда-то дом, да, то есть, что случится что-то вообще непонятное, да, то есть, что там будет большое количество машин и так далее. Да никакого большого количества машин не будет. Мы просто уберем те же машины, которые у них сейчас стоят во дворах. Второе, там не будет происходить забивок свай и так далее. Технология вообще абсолютно другая, в которой нет ничего опасного. По какому принципу вы подбираете людей в свою команду? Самый главный принцип, чтобы те люди, которые приходят во власть, у них было желание сделать что-то для своего города. Между тем, в четверг уже в Сыктывкаре торжественно подвели итоги конкурса «Лучший врач года». Церемония прошла традиционно в канун Дня медицинского работника, который страна отмечает в 3-е воскресенье июня. Отмечает вместе с врачами, медсестрами, санитарками, акушерками и всем остальным медицинским персоналом. А тех, кто каждый день спасает человеческие жизни, Виктория Палкина. Чтобы снять этот сюжет, нашей съемочной группе пришлось постараться. Герои нашего материала – специалисты востребованные. И перед тем, как попасть на прием, мы вместе с пациентами посидели в очереди.
В диагностическом центре трудится 6 десятков врачей. Среди них есть все узкие специалисты. Сюда со своими проблемами едут люди со всей республики. Через кабинет Тамары Литвинович каждый день проходит как минимум 20 человек. Поэтому прогуляться вот так по коридорам учреждения, где она работает уже 16 лет, не получается. Просто нет времени. Но ради нашей съемочной группы врач высшей категории сделала исключение. И вспомнила, как это было. Самый тяжелый был период работы, когда я перешла работать закончила гинекологическую практику чисто и перешла в родильный дом в Печорской ЦРБ. Тогда мне приходилось много вспоминать, много читать, то есть как бы проучиваться уже заново. И вот период такой был адаптации к роддому. Но я быстро привыкла. В Печоре акушер-гинеколог Литвинович после распределения прожила 16 лет. По словам Тамары Викторовны, о том, что выбрала именно эту специализацию, она не жалела никогда. Но все-таки иногда расстраивается, ведь с каждым годом женские болезни молодеют. Да, диагностировать проще, и пациенты вроде ответственные, но работы меньше не становится. А очень бы хотелось, чтобы в коридорах народу не было совсем. Здравствуйте, девочки, я за работой. В отличие от своей коллеги по медицинскому цеху, ассистенту врача-стоматолога Светлане Торлоповой по коридорам приходится ходить часто. И даже не ходить, а бегать. То к зубным техникам, то на рентген. За 12 лет работы в стоматологии у Светланы Торлоповой уже есть свои профессиональные рекорды. Однажды за одну смену вместе с врачом они приняли 15 пациентов. Обычно это не больше 8. Торлопова утверждает, в своем ремесле она по улыбке может поставить точный диагноз. А бояться их, людей в белых халатах, не надо. Сейчас технологии другие. Когда, если, допустим, у нас идет большая работа, обтачиваем, принимаем пациента на часа 2-3. Это, соответственно, работаешь только с пациентом по сложности. И в основном получается, так как я ростиком маленькая, приходится стоять. И все. В основном ничего такого тяжелого нету. Привыкаешь. Так получается, что сами медики профессиональный день отмечают дома, потому что это всегда воскресенье. И хорошая возможность побыть с семьей, ведь зачастую домочадцы своих медицинских родственников только и видят, что по праздникам. Виктория Палкина, Владимир Шишкунас о тех, кто стоит на страже здоровья и не имеет права на ошибку. И в завершение о футболе, которым в эти дни живет вся Европа. Сыктывкарский олень Харук предсказал результат одного из решающих матчей Евро-2012. Итог футбольной битвы Россия-Греция, которая состоится завтра. Понюхал, не хочет. Ничья. Получается ничья, да? Получается, он выбрал ничью. Проход. Ничья, он не проходит. Ну, Харугу у нас не первый раз уже доверяется такая миссия. И, по-моему, он еще не ошибался. Настолько, чтобы наша команда не выиграла. Или не вышла в ничью. Как видно, Харук без особых раздумий выбрал ведро, соответствующее ничейному счету. Говорят, прежде олень тоже предсказывал и делал это вполне удачно. Спасибо, что были сегодня с нами. Увидимся на следующей неделе в пятницу, когда снова наступит время итогов.